если и в городе, если и в республике, если в районе. Ну и в городе, и в республике. А, это хорошо. Ну, летом тоже ждем. Они летом были у вас, да? Да, да, они же на этот праздник приезжали. Наша школа тоже очень активно очень детские площадки, участие в церемониях. Большой интерес сейчас а у нас все собрались, да? Постараюсь передать за один курс. Сейчас их народу ставлю. Да, да, да. И потом И потом, я вас позицию. ну, конечно. Вас обязательно. Да, значит, я с гостями уже виделась, еще раз доброго утра. Я лично не поздоровалась. Мы в гимназии номер 2 города Казани. Это гимназия, одна из гимназий, реализующих национальное образование, но именно здесь все предметы, если я буду обманывать, вы меня поправьте, все предметы ведутся на татарском языке. И если учитель не владеет свободно языком, да, не разговорным и не литературным, просто осознанием всей терминологии предметной, каких-то особенностей предметных именно на татарском языке, работать он здесь не сможет. Да, просто не сможет, я же правильно говорю, да? Потому что здесь вот свой такой колорит. Плюс у гимназии невероятная история, очень много хранителей этих историй. И гимназия тоже активно сотрудничает с КФУ, она так и называется, гимназия при КФУ. Вот поэтому нам есть здесь что посмотреть, мне самой очень интересно, я давно уже не была в таком вот именно в этом вопросе. Кроме того, сначала мы рассмотрим вопрос работы с одаренными детьми в городе Казани. И по этому вопросу у нас городским опытом поделится Ильнар Рузалович Хидиятов, это заместитель директора городского центра для одаренных детей города Казани. Городской центр для одаренных детей как здание, он для нас, наверное, интереса не представляет, потому что там главная ценность люди. Но сейчас здание проходит обновление, может быть, после этого там вообще будет что-то такое, чего никто не видел. Но вот в этом коллективе главные люди, которые весь процесс, скажем, Всероссийской олимпиады в городе, они ведут от начала и до конца. Но не только на этом их миссия не заканчивается. Сейчас идет региональный этап, и региональный олимпиадный центр республиканский без них никак не обходится. Все платформы, значит, какие-то, которые используются, это наш городской центр. То есть они вот в этом асы и всех собак, наверное, съели, есть что показать и рассказать. Сначала Ильнар Рузалович представит работу с одаренными детьми, и затем Рамиль Рашидович полностью представит нам свою гимназию, наверное, и какие-то вопросы управленческие можно будет задать при необходимости. Как обычно, руководитель старается показать все какие-то самые интересные стороны, потому что просто сидеть и слушать в лекционном режиме, наверное, никому не интересно. И это будет неправильно, поэтому в процессе показа вы можете все тонкости, все какие-то моменты спросить у директора, и вот в таком процессе, наверное, будет нам интереснее. Добрый день, уважаемые коллеги. Я коротко постараюсь вам рассказать о том, чем наш центр занимается и, в принципе, о некоторых олимпиадных достижениях нашего города в целом. Да? Но я не знаю, вам уже рассказывали или нет о олимпиадах, о результатах города Казани на арене олимпиад, но в любом случае я сегодня повторюсь, если вам будет неинтересно, скажите, давайте дальше. Ладно? Коротко, но олимпиадное движение в Казани, оно начиналось достаточно давно, где-то, ну, насколько я знаю, я начинал работать в педагогическом совете в 2001 году, тогда уже олимпиадное движение оно было на базе отдельных учреждений, так скажем, да, то есть конкретные учреждения отдельно
такое общегородское движение. И центр наш был создан в 2009 году. Это был первый центр нашей республики, который занимался именно централизованно одаренными детьми. Как уже Эльвира Маликовна сказала, что вот как здание мы не несем никакого особенного интереса, потому что мы расположены на базе школы, то есть мы занимаем просто одно крыло общеобразовательной организации, где у нас проходят просто занятия с детьми. Но в большей степени деятельность центра, наверное, больше ориентирована на анализ, на, так скажем, определение тех возможных пробелов, которые у нас есть в работе в целом в системе образования, именно в направлении по работе с одаренными детьми. В большей степени мы на это делаем упор. Ну вот мы такой очень скромный коллектив у нас, небольшой, так скажем, и что же еще мы делаем, вот основная наша деятельность. На нашей базе проходят занятия по подготовке детей к олимпиадам. Это кружковые занятия, как учреждение дополнительного образования, мы по отдельным направлениям, так скажем, готовим детей. Направление определяется исходя из потребностей детей, то есть в зависимости от того, какое направление в большей степени интересует детей, это первое. Второе, конечно, больше всего, куда нам хочется делать упор. Есть отдельные направления, которые активно развиваются непосредственно на базе общеобразовательных учреждений, да? А есть те направления, которые ни одно общеобразовательное учреждение так особо на себя не взяло, но в городе есть потребность поднять, например, там какие-то определенные результативные направления, да? И тогда уже мы стараемся всех детей со всего города собрать непосредственно на нашей базе, на базе нашего центра, и таким образом, так скажем, их прокачать на то, чтобы они показали результат непосредственно на уровне региона и России. Помимо кружков, мы в течение года проводим учебно-тренировочные сборы, то есть это уже, так скажем, разовые такие, на одну неделю, на 10 дней, занятия с утра до вечера с детьми. Собираем определенный костяк, так скажем, детей, которые, например, на этапе подготовки к муниципальному этапу олимпиад, мы собираем тех детей, мы же еще не знаем, какой результат они дают в этом году. Да? Мы берем, в принципе, прошлогодние результаты, поднимаем, например, если хотим собрать в этом году 8-классников, поднимаем результаты 7-классников прошлого года, смотрим, кто из них, так скажем, не дотянул немного, да? То есть в данном случае на этапе подготовки к муниципальному этапу для нас не интересны те дети, которые и так хорошо занимаются, и так в любом случае выиграют там муниципальный этап, да? То есть для нас более важно поднять вот этот средний костяк, которые могли бы за счет вот этих учебно-тренировочных сборов вытянуть на муниципальном этапе, например, до победителя, до призерства. Возможно, они смогут пройти до регионального этапа. Подготовка к муниципальному этапу именно по этому принципу организовывается. А далее, когда уже мы готовим детей к региональному этапу, к СИРОСу, там уже, естественно, мы уже готовим тех, кто прошел на этот этап. Потому что для нас важно именно городские дети, чтобы наши казанские дети дальше проходили, дальше выигрывали. Для нас важно этот момент. Помимо учебно-тренировочных сборов, мы еще второй год, можно так сказать, уже проводим мероприятия непосредственно с учителями, то есть, можно так сказать, учебно-тренировочные сборы для учителей. Проводим учителями вот такие разовые мероприятия, то есть мы, например, раз в неделю на 2 часа, на 3 часа их собираем, для того, чтобы их подготовить к тому, чтобы они смогли правильно подготовить детей к олимпиадам. То есть не все учителя это знают, не все учителя это могут. При этом есть те учителя, которые, в принципе, мы же все знаем, что олимпиадное движение это не обязательно, это как бы это не ЕГЭ, на котором должны принимать участие все, да? Это стандарт говорит, что школа обязана создавать условия для условия, конечно, нужно создавать. Это стандарт. Условия, конечно, нужно создавать, но это не ЕГЭ, все-таки давайте, которые должны сдавать все, да? На этапе школьном, да, мы, наверное, хотим, чтобы все принимали участие, но дальше уже как получится. И в любом случае есть на базе образовательных учреждений те педагоги, которые, молодые педагоги, которые пришли в образовательное учреждение, им нужно себя показать, им нужно проявить себя в чем-то, но они, скажем, хотели бы в олимпиадное движение вклиниться, но при этом не знают, как это делать. То есть нужно как минимум в профессиональное сообщество еще попасть, да?
А в большом городе это достаточно сложно. Потому что профессиональное сообщество очень, так скажем, большое, и именно в узкое направление олимпиадного движения не все, так скажем, к себе пускают еще, да? Есть такой момент. Да, поэтому для нас важно именно подтянуть именно молодых педагогов, молодых ребят к тому, чтобы они начинали у себя правильно именно готовить детей к олимпиаде. И для этого, естественно, мы приглашаем председателя регионального этапа, чтобы они нам рассказали, нашим учителям рассказали, как и к чему, по каким предметам нужно готовить детей. Следующее направление, которое мы проводим, это уже несколько есть олимпиад, которые мы проводим только на территории города Казани. Это олимпиады, предметные городские олимпиады на татарском языке. Ну, это вот в большей степени ориентировано на, так скажем, поддержку татарского языка. Олимпиада по математике на татарском языке с заданиями на татарском языке, по физике, по химии, по истории Татарстана. То есть вот такие специфические направления, которые в большинстве, так скажем, случаев в образовательных учреждениях города отсутствуют. То есть преподавание, например, математики на татарском языке — это небольшое количество учреждений, которые могли бы вот именно в этом направлении еще себя проявить и дать какой-то определенный стимул детям для того, чтобы они изучали родной татарский язык в этом случае. Да? Есть олимпиада ОДКНР, основа духовно-нравственной культуры народов России. Эту олимпиаду мы тоже проводим на территории только города Казани. И еще вот в этом году уже второй раз будем проводить олимпиаду для учащихся, которые занимаются в педагогических классах. Это тоже только на территории города. Помимо этого, много творческих конкурсов и мероприятий для начальной школы. То есть мы же все прекрасно знаем, что Всероссийская олимпиада — это 9-11 классы, да? Помимо этого есть региональные олимпиады, которые, ну, республиканские, так скажем, у нас олимпиады, которые в зависимости от предметов там могут даже со 2 класса начинаться. У нас ОБЖ, например, со 2 класса начинается. Я не знаю, как у вас, но у нас вот так. Есть предметы, которые с 4 класса, которые с 7 класса, да? Но помимо этого мы еще проводим именно у себя на базе олимпиаду для младших школьников УМКа, это для начальной школы, по предметам математика, русский язык, окружающий мир, литература. Все эти мероприятия делаем для того, чтобы максимально вовлечь детей в олимпиадное движение, детей и родителей. В большей степени тут уже мы работаем с родительской общественностью, максимально пытаемся их вовлекать уже непосредственно на начальном этапе, так скажем, к олимпиадному движению, чтобы они дальше потом уже будут в любом случае идти по тем ступенькам, которые у нас определены на федеральном уровне, начиная со школьного этапа. И второй год тоже мы проводим уже для дошкольников олимпиады, онлайн-олимпиады для дошкольников. Кстати, для коллег органов управления образованием Якутии мы тоже направляли письма приглашения на эту олимпиаду, если кто-то видел. В этом году это второй год. Для дошкольников онлайн-олимпиада с аудиосопровождением. Мы уже здесь ориентируемся на тех детей, которые 5-7 лет. С 5 лет. Мы ориентируемся на детей, которые еще не умеют читать, но при этом могут прослушать задания и выполнить именно те задания, которые необходимы. Ну, если вам будет интересно, вы можете зайти на наш сайт, посмотреть. К сожалению, я адрес сайта не указал, но Центр для одаренных детей города Казани, он один. Ну вот, это наши мероприятия. Вернусь к олимпиадному движению в принципе на территории города. Помимо нашего центра, как я уже говорил, те учреждения, которые начинали это олимпиадное движение в начале нулевых, достаточно много учреждений, ну много, не знаю насколько много, 10-15, наверное, учреждений, которые непосредственно занимаются именно этим олимпиадным движением, именно выявлением и, так скажем, у них клин на олимпиадное движение. Это те учреждения, которые занимаются отбором детей, начиная кто-то с 5, кто-то с 6, кто-то с 7 класса, кто-то в 10 класс набирает даже, да? Те учреждения, которые именно отбором детей занимаются, в большей степени они ориентированы именно на олимпиадное движение. Понятно, у них хорошие результаты, и в большей степени за счет этих учреждений мы добиваемся высоких побед.
Институт УКИ, по-моему, больше нет у нас. Но химико-технологический это есть, по-моему, только Зеленодольский, это уже не наш. Но есть учреждения, которые непосредственно именно на базах вузов занимаются, и они тоже занимаются отбором детей, в большей степени ориентированы вот, на эту одаренность. Помимо этого, на территории города Казани работает республиканский центр, он работает так, как работает на территории города Казани, в большей степени доступен для наших детей. Понятно, что они в принципе занимаются организацией всего олимпиадного движения в республике. Они организовывают такие же учебно-тренировочные сборы, но в отличие от наших сборов, у них сборы платные, частично. Но там, конечно, занимается вся республика, в том числе наши дети. С проживанием у них уже все предусмотрено таким образом, потому что дети приезжают со всей республики. И также на территории города работает университет талантов. Это региональная базовая площадка образовательного центра «Сириус». Наверное, у вас он тоже такой же есть, скорее всего, да? По-моему, во всех регионах на Пирожане есть. Они также занимаются подготовкой детей, так скажем, по тем или иным направлениям, именно направлены на одаренность детей, на поддержку детей, да, на поддержку способностей детей. И, соответственно, все эти мероприятия тоже бесплатные. Они, так скажем, точечно работают уже с теми детьми, которые показали какие-то результаты непосредственно на региональном уровне. То есть им предлагают уже свои индивидуальные курсы. Но при этом это все тоже бесплатно для детей, соответственно, каждый ребенок может ими пользоваться. Но так как они все, эти организации, находятся на территории города Казани, в большей степени, конечно, для нас повезло, нам очень удобно, так скажем, с ними работать. Скажем, есть у нас тоже очень большой город Челны, для них, наверное, сложнее, потому что на их территории таких учреждений нет. Идемте дальше, но, видимо, я уже закончил относительно коротко рассказал о том, как у нас проходит, в принципе, организация подготовки детей непосредственно на нашей базе, непосредственно, так скажем, вот эта связь и сеть всех образовательных организаций. Ну и коротко расскажу про цифры, которые у нас есть на олимпиадах в целом, что у нас как и происходит. Школьный этап олимпиад, всего у нас, ну, я буду говорить про этот год, 23-24, анализ за последние 4 года, рост количества детей ежегодно порядка 10 тысяч в городе Казани. В этом году 174 тысячи детей обучаются в школах. Половина из них принимает участие на олимпиадах, но при этом сказать половина, наверное, будет слишком не совсем правильно, потому что дети принимают участие на нескольких олимпиадах. Эту половину надо разделить еще на 2, и получится порядка 25-30% детей, которые непосредственно вовлечены в олимпиадное движение. Именно, я сейчас уже говорю о олимпиадном движении, которое идет по линии всерос. Да? Не наши. Соответственно, вот, охват у нас порядка 50%, но из года в год охват олимпиадным движением падает. Охват именно падает доля за счет того, что рост количества детей идет просто стремительный, пока, да, но и охватить всех детей этим движением возможно сложно. Но есть некоторые нюансы. Во-первых, я как уже говорил, есть, ну, не все школы ориентированы на вот это олимпиадное движение. Есть школы, которые вот этим, на этой работают, есть те школы, которым это в принципе не интересно. Да? И когда мы начинаем проводить школьный этап олимпиады, естественно, не всех детей допускают на эту олимпиаду. Потому что есть разные факторы, вы об этом, думаю, знаете. В школе 3000 детей, если все 3000 детей запустить на 36 олимпиад, нужно как минимум не учиться 2 месяца олимпиады проводить, потом еще проверять, потом еще отчитаться за эти олимпиады, потому что мы же собираем информацию обратную, они должны протокол нам все присылать, да? То есть это дополнительная работа. Поэтому, естественно, всех детей туда не пускают в школы, хотя мы просим, чтобы они всем детям дали возможность, возможно, и дают возможность, но нам информацию не дают. То есть вот такой момент тоже есть, да? То есть в школе проводят для всех детей олимпиаду, например, 30 детей в классе, все 30 написали задание по олимпиаде, и только лучшие из них, например, 5 человек выбрали, и нам отчет отправили. Вот у нас 5 человек принимали участие.
возможно, и хочет, но просто заранее вот, рубим его желание хотя бы попробовать себя, свои силы. Да? Этот момент тоже есть. Но учителя, конечно, знают детей, но при этом, еще раз сравнение с ЕГЭ приведу, по-моему, у нас, ну, в моей памяти нет такого, чтобы кто-то из победителей Всероса был 100-бальником на ЕГЭ. Нет такого. То есть 100-бальники на ЕГЭ никогда не становятся победителями Всероса. Да, на региональном этапе они могут. Есть у нас такой, да? Есть все. Но редкие, возможно, есть. То есть это просто разный формат. То есть одно с другим практически не сходится. Одно с другим не сходится. И поэтому отсюда, наверное, результат. Когда учитель смотрит на ребенка и не видит в нем потенциального олимпиадника, а возможно в нем есть этот потенциальный олимпиадник, да? То есть нужно немного его подтянуть, немного его правильно направить, и, соответственно, в любом случае из него что-то получится. Возможно, он не станет победителем Всероса, как у нас один математик говорил. Я, говорит, начинаю готовить детей с 6 класса всех, я, говорит, знаю, что он не будет победителем. Но я, говорит, подготовлю так, что он потом уйдет на химию, он потом уйдет на физику, он уйдет на географию и там себя проявит. Он не будет победителем по математике, да? Но за счет этой математики он подтянется к другим направлениям. То есть он хотя бы вклинится в движение, так скажем. Да? Экологи, кстати, наши так говорят. У экологов у нас прекрасный результат. Руководитель нашей команды по экологии говорит: дайте мне тех ребят, которые хоть немного знают математику. Я из них сделаю победителей олимпиады по экологии. Да, но школьный этап. Ну и еще есть такой момент. Мы же все работаем по положению всероссийскому. На школьном этапе есть, конечно, такое определенное завышение результатов, чтобы попасть на муниципальный этап. Вот эта проблема, из-за которого у нас страдают дети. Конечно, это, я думаю, что есть у всех, не только у нас. Какая-то школа показала свои результаты, завысила свои результаты, за счет этой школы другая школа не попала на муниципальный этап. Соответственно, тот, кто не попал на школьный или на муниципальный этап, он уже дальше не может. Все, дорога для него дальше закрыта. Вот этот момент, к сожалению, есть. Тот, кто не прошел школьный этап, уже не сможет попасть дальше. Есть много родителей, которые начинают звонить, спрашивать у нас, как попасть на муниципальный этап Олимпиады, когда уже узнают о том, что идут в муниципальный этап. А при этом они уже не могут, потому что они не прошли через протокол школьного этапа. То есть вот эта проблема, к сожалению, существует, то есть неинформированность родителей. Мы, конечно, пытаемся со своими каналами и через управление, и через канал управления, но до родителей все равно не всегда доходят. Тем более, если школа об этом не говорит, да, если даже школа скажет, они не всегда услышат еще, да. Как правило, говорит Ильнар Рузанович, но бывает так, что у родителей сначала эта информация пришла мимо, потому что они видят этот интерес, а потом, когда дальнейшее, они увидели интерес, но уже все поехало. Да, к сожалению, такие моменты бывают. Но есть такой вот, так скажем, может быть, не совсем правильный формат в этом плане, но как его избежать, пока, единственное, только ходатайство просить. Он не прошел, да, пожалуйста, вы его примите, это очень хороший результат. Например, такое тоже бывает, школа нас, например, просит. На школьном этапе ребенок не смог принять участие, например, заболел, что-то такое, да, но не принял участие, соответственно, в протоколе его быть не может. И школа нас просит: примите, пожалуйста, его на муниципальный этап, этот ребенок даст хороший результат. Мы, естественно, принимаем таких детей, но мы сами не выбираем этих детей. Если школа нас просит об этом, естественно, мы примем. Особенно если это учитель, который готовится да, он видит и знает, что это. Да, то есть именно те педагоги, те школы, которые говорят, что ручаются за своих детей, говорят: примите, он даст результат. Как правило, так и происходит. И перейдем давайте к муниципальному этапу. Я, по-моему, очень долго говорю, да? Вы сказали, что кроме 10 минут вам нечего сказать. Это было вначале. Тема интересная, актуальная для нас тоже. Муниципальный этап. У нас на муниципальном этапе, например, 16,5 тысяч участников. Конечно, мы пытаемся эту воронку
расширить, чтобы побольше принять через школьный этап к себе на муниципальный этап детей, но есть некоторые, так скажем, технические, физические возможности. Вопрос не финансовый, а именно физические. Надо успеть, так скажем, принять этих детей на Олимпиаду, и надо их успеть проверять все эти работы, как на уровне муниципалитета. Это бывает иногда сложно. Да? Принявших участие у нас 16,5 тысяч, приглашенных порядка 20 тысяч детей, но не все опять-таки доходят до муниципального этапа. Мы их пригласили, разные причины бывают, опять-таки кто-то заболел, кто-то побоялся, такие тоже бывают. Сначала подали ребенка, то, что он может дать, за счет того, что завысили какие-то результаты, да? А потом побоялись прийти на муниципальный этап, потому что мы в конце в любом случае проведем анализ и скажем, эта школа плохо работает, потому что занимает место других детей, других школ, а результат не показывает. Есть, к сожалению, такие школы, которые, например, 200 участников по разным предметам на муниципальном этапе и ни одного призера-победителя. Что говорит о том, что они на школьном уровне завысили результаты, а на муниципальный этап пришли, ничего не смогли показать. Но вместо них могли прийти другие дети и показать результат. И дальше могли бы пройти. И на регион, и на все раз. Но, к сожалению, этот момент есть. Победителей призеров у нас, ну, порядка 30% получается. Порядка 30, да, 25-30% победителей призеров. Также, ну, как и по положению. Плюс-минус как-то происходит по разным предметам, но вот примерно такой результат. Из года в год эти показатели тоже растут. Но мы, конечно, пытаемся догнать общее количество детей в городе, чтобы максимально это охватить. Не всегда, понятно, получается, но хотелось бы. Региональный этап Олимпиады у нас тоже участников из года в год все больше и больше становится. Тут, конечно, прошлогодние уже результаты этого года еще нет. Больше 50% у нас становятся победителями, призерами из тех, кто принимал участие. Здесь тоже мы проводим свой анализ. Есть, вы тоже прекрасно, наверное, знаете, есть такие очень красивые 3 показателя. Есть приглашенные, есть доехавшие на Олимпиаду, а есть те, которые стали победителями призерами. То есть вот эти 3 цифры, они говорят о многом. Как раз опять-таки на муниципальном этапе мы допускаем, что тоже могут быть какие-то погрешности относительно достоверности результатов. Кому-то где-то там успели помочь, подсказать, что такое во время проведения даже муниципального этапа, во время проверки даже мы допускаем, что может быть подобные вещи. Да? Процент погрешности в любом случае есть везде всегда. И, соответственно, те школы даже, которым достаточно получить диплом за муниципальный этап, им не нужно идти на регион, есть такие школы. Потому что знаю, что если туда пойдут, опять получат 0, и мы им скажем, как вы вообще так могли. Да? То есть мы же в итоге анализируем одно дело, как бы кто доехал, кто не доехал. Когда мы начинаем это смотреть в разрезе всех предметов, начинают появляться именно те школы, которые грешат именно этим показателям. То есть сразу видно, вот когда раскладываешь все это на одну плоскость, сразу видно, кто грешит, так скажем, именно в этом вопросе. И, соответственно, какой у них КПД. Одно дело, как бы он приехал на регион, чтобы мы ему не сказали, почему ты не поехал. Причину же мы будем спрашивать. Он приехал, но написал на 0. Такое не должно быть. В принципе не бывает. Если ребенок честно дошел до регионального этапа, он не может написать на 0. Ну, что-то у него должно быть. То есть, если на 0 написал, значит, ну, это наша ошибка, то, что мы его допустили до регионального этапа, согласен. Но пытаемся именно бороться, так скажем, с такими моментами. Ну и другой момент, мы еще анализируем процент выполнения заданий. В любом случае процент выполнения заданий есть, можно вывести и на муниципальном этапе, и на региональном этапе, в разрезе каждого предмета. Есть максимальный балл, есть балл, который набрал ребенок. Можно это все разложить в разрезе школ, то есть участники из этой
они 10 человек приняли участие и набрали 10% баллов на всех вместе. То есть говорит о низкой подготовке детей. То есть это тоже показатель, который в дальнейшем становится для нас предметом разбирательства и, так скажем, не только разбирательство, одно дело разбирательство, другое дело это предмет для анализа и для того, чтобы избежать этих ошибок в дальнейшем, чтобы мы могли как-то исключить, так скажем, какие-то подобные проблемы. Ну вот, качество участия на региональном этапе, вот такой момент, 23 год. Тут я показал данные по Республике Татарстан и по Казани. Сколько всего участников регионального этапа в республике всего порядка 8 тысяч, из них 3 тысячи это городские дети казанские, что составляет 38% от всех участников. Дипломантов, победителей, но по сравнению с республикой у нас больше. Но я бы не сказал, что у нас самый качественный показатель. У нас не самый качественный показатель. Есть районы, которые показывают результат лучше, то есть именно качество участия на Олимпиаде, да? Порядка 3-4 района, в основном это те же большие города, это Челны, Нижнекамск, Мамадыш и Сабы, по-моему. 4 района, которые показали результат, ну, КПД лучше, чем Казань. Это тоже нам минус, мы это прекрасно понимаем, знаем, что нужно работать над этим. Но Казань, он опять-таки достаточно большой, который состоит из 7 районов, из 4, так скажем, административных районов, да? Но при этом самый лучший показатель, кстати, у Московского района, Кировского Московского района, на территории, где мы сейчас находимся. Потому что центр на 2 Но у них как раз и самый лучший показатель по республике, там близко другие не стоят, у всех остальных дальше идет как-то поровну. Кировский Московский делает именно очень качественный работу. Далее, результаты заключительного этапа. Мы всегда привыкли себя сравнивать с Москвой и Петербургом. Понятно, что до количественных показателей Москвы нам очень далеко. Были времена, когда мы сравнивали себя с городами-миллионниками. Ну и сейчас это так делаем, да, то есть Казань это не субъект, Москва и Питер это субъекты, но в том числе города-миллионники. Городов-миллионников у нас, по-моему, порядка 7-8, да, ну так скажем, в пределах 10. Мы сравнивали себя с этими миллионниками, но у них меньше 100, уже несколько лет, у того же Новосибирска, еще какой-то большой город у нас был, не помню сейчас. Как? Красноярск. Красноярск, может быть, да. Но у них меньше 100 было всегда, но были какие-то года, так скажем, нулевые, да, когда мы прям тютельку в тютельку шли с этими городами, то есть у нас было на 3, 4, 5 человек, там, на 10 человек больше, чем у них по итогам все роста, да. Но в итоге получилось так, почему-то они отстали, а мы почему-то пошли вперед. Но, видимо, как результат нашей работы не почему-то, да, результат работы именно целенаправленной работы. Но тут еще такой интересный момент есть. Татарстан тоже всегда, наша республика, всегда себя сравнивает с этими городами, потому что там субъекты, и Татарстан тоже субъект. Да? И такой интересный момент случился, когда Татарстан был всегда третьим, после Москвы и Петербурга. В один прекрасный год, я не скажу сейчас какой, Московская область, видимо, вот это было 2 года назад, если вы знаете, интересовались, они резко подняли премиальные для победителей призеров Олимпиад, и у них результаты резко вскочили, но при этом почему-то Петербург совсем сдал свои позиции. Если видите, Санкт-Петербург 262 и пошли вниз. Но я не знаю, как у них, какая у них оплата происходит, но Подмосковье резко подняло вот эти выплаты, и у них резко поднялись результаты. А Петербург, по-моему, никаких изменений не вносили, у них осталось на прежнем уровне, но у них вот некоторый такой спад начал идти. И за счет этого у нас Татарстан так и остался на 3-м месте. То есть были за Петербургом на 3-м месте, потом Петербург стал ниже нас по Татарстану, да? То есть видим, вот это получается в 22 году у нас уже результаты были выше, чем в Петербурге.
может даже, пусть они не снизятся, так скажем, да, темпы нашего роста скоро обойдут Петербург, и мы выйдем все-таки на Если второй. мы не будем своих призеров отпускать и победителей, когда их туда переманивают. Их же прям вот мы просто проводили самые наши звездочки вот с 9 класса, они туда переезжают. Ну да, очень много детей, которые, ну не очень много, но есть дети, которые именно... У нас, например, тоже это Да. который есть. И мы даже, наш ребенок даже дал один год бал Татарстану. Он поступил в Иннополис и сразу в 9 классе принял участие, стал призером Олимпиады по информатике. Есть те дети, которые, ну, по сути, они, переходя на домашнее обучение даже, могут закрепиться за школами другого региона и спокойно по ней поступать. И за счет этого, скорее всего, Подмосковье и, ну, да, СМИ, Подмосковье, наверное, и как-то подтянуло к себе умы других, результаты других регионов. Я так предполагаю, за счет того, что они там больше платят победителям. Ну, еще Да. Ренат Анатольевич, анализировали же буквально в мае, и, по-моему, с Санкт-Петербургом сравнивали, или с Московской областью. И смотрели, там из-за чего идет у нас разница в результатах. И у нас вышла разница французский язык, Да. немецкий язык, по-моему, Да. и все. Физкультура. У нас есть определенные предметы, по которым нам нужно усилить работу. Пытаемся усилить работу, так скажем, будем надеяться, что в этом году у нас результат лучше. Ну да, французский, немецкий язык, который точно изучается только в нескольких школах нашего города, в республике практически не изучается. На уровне региона, ну, как бы, получается, у наших школ по этим предметам особых конкурентов на территории республики нет. Да? И они как бы вот спокойно довольны этим положением. Это первое. Второе, у нас нет носителей французского и немецкого языка. А все-таки в Питере и в Москве они есть. И за счет них они как раз таки и выигрывают. То есть мы сравнивали вот эти предметы, если убрать результаты французского и немецкого языка, мы окажемся лучше, чем Питер. Но эти результаты есть, их нельзя убирать, как говорится, да, но вот этот момент. То есть мы поняли, из-за чего мы проигрываем Значит, Питеру. китайский язык у нас лучше. Вот, да, но мы при этом при этом понимаем то, что мы вряд ли сможем этот французский и немецкий притянуть, потому что для этого нужно явно носителя приглашать. Вот Москва же мы тоже анализировали, Москва, Питер, французский, немецкий, мы вообще их отправляли на территорию Франции и Германии, там они практиковались, обучались, проходили тест. Но еще же есть такой момент, что на территории Москвы очень много федеральных компаний, работают, вернее, компаний зарубежных, там федеральные офисы. И вот там люди фактически уже наши носители языка не могут даже. Да, ну, общаться. очень много носителей языка живут, работают в Москве, в Питере. А у нас как таковых очень мало. Ну, если даже есть, их пальцами сосчитать, да? Это у нас есть носители татарского языка. Ну, пока федеральной олимпиады нет на татарском языке, мы бы его обязательно выиграли. Сделаем и наши Но мы решили по-другому посчитать и стать лидерами. Мы пересчитали наши показатели на 100 тысяч человек населения. Такой показатель, он есть на этапе всероссийском тоже, да, то есть на сайте Всероссийской олимпиады пересчет этих показателей. На этих показателях Татарстан, наша республика, там субъекты, опять-таки, считаются не города, среди субъектов наш Татарстан там на втором месте после Москвы. Мы решили пересчитать на город Казань, и оказалось, что мы 2 года назад обогнали Москву по этому показателю. То есть вот были показатели 2021 года, Москва, Казань, Питер, 22 год, Москва, Казань, Питер, и 23 год, Москва, Казань, Питер. То есть по этим показателям получилось так, что у нас все-таки на душу населения, так скажем, да, победителей призеров олимпиад все-таки больше. Вот как-то так. И в этом году особый упор у нас был на международные олимпиады. Я надеюсь, что в этом году как раз такие показатели изменятся, да, но то есть показатели, они пока никак не менялись практически, да, 1, 2, 3 победителя на международных олимпиадах в составе сборной России, да.
Последние года я вот так вывел на таблицу. Но при этом особого, так скажем, внимания к этим победителям со стороны, наверное, властей, возможно, не было. Был очень упор на региональные олимпиады, на всерос, чтобы там мы показали хороший результат, на этом останавливались. Да? И как-то дальше мимо внимания властей проходил вот этот межрегионный, Победители, молодцы. международный, да. Но в прошлом году было вот 3 наших победителя, 1 по химии, 2 по информатике на международных олимпиадах. И было особое внимание со стороны Раиса и со стороны Ильсура Раисовича, мэра города. И было обещано, что в этом году эти дети тоже получат премии от мэрии. Получили. Уже получили. Ага, ну я думаю, еще только будут получать. Быстро сработала система здесь. Да. Задним числом сработало, да? Но ладно. И надеемся, что в этом году у нас желающих принимать участие на международке будет намного больше. Ну, там от желания, конечно, мало что зависит. Ну, но, вы знаете, минимум, мне кажется, будут стремиться будет, попадать. потому что у нас уже посыпались письма, то есть информация везде же прошла, соцсети, СМИ, информация прошла о награждении, тем более вот эти мальчики информатики, они получили, сейчас не буду обманываться, в какой компании, по 500 тысяч, Да. их призовой фонд, кроме, значит, 450 тысяч, по-моему, республика, 300 тысяч город и 500 тысяч IT-компания. Один из них еще 10-классник информатик, Никита Перов. Он в этом году 10-классник еще. Студенты. Он был 9-классником. В этом году 10-классник, Да. да, пока, и вот такой Миллион призовой. долларов. И нам посыпались письма, что мы, ребята, тоже участвуем в международной олимпиаде. Делайте что-то. В общем, я думаю, что интерес появится и будет уже движение в этом направлении. Ну и вот поощрение лучших детей. Да, возможно, на этапе регионального это не такие большие суммы, но чисто для того, чтобы вовлечь ребенка, так скажем, на это движение, возможно. Но в какой-то степени на это тоже есть люди, которые на это идут, но в любом случае, когда есть пряник, интереснее этим заниматься. Но этот пряник, когда он двойной, еще интереснее. Да? С одной стороны это знание, с другой стороны это еще и деньги. Но да, вот победители и призеры международной олимпиады в Казани от 200 до 300 тысяч, в зависимости от того, какие места они там занимают. Если это золотые медали, то 300. Золотые, бронзовые, ой, золотые, серебряные, бронзовые. Да, да, 200, 250 250, и 200. И педагог получает такие же суммы, подготовившие. И такая же картина по победителям заключительного этапа, по призерам заключительного этапа, победители, призеры регионального этапа олимпиады. Ну, регионального этапа и республиканских олимпиад. Но помимо этого еще Министерство образования, ну или, так скажем, правительство республики оплачивает победителям. Но я не знаю, сколько они платят международникам, я поэтому их не написал. 450, да, был в этом году, получил Перов, в частности, и по-моему, информатик тоже. Нет, это республика. Это, Наш да, государственный. я просто не знал, поэтому не написал. И я написал то, Мы что не можем знаю. хвалиться не своим. Победители заключительного этапа получают у нас 200 тысяч от республики, призеры 100 тысяч, победители республиканских олимпиад, не призеры, только победители, получают 10 тысяч рублей. Ну, кажется, на этом все. Но и вот есть у нас вот такой сайт, start.tkzf.ru, где мы анализируем все данные олимпиад, всех этапов, начиная со школьный этап, муниципальный этап, региональный этап, заключительный этап. За, по-моему, последние 8 лет там вся информация. Сайт закрытый, вы, к сожалению, туда не попадете. Мы доступ даем только образовательным учреждениям. Это дается исключительно сайт сделать для того, чтобы образовательные учреждения могли туда зайти, посмотреть свои результаты, сами себя сравнить по годам, могли посмотреть результаты других школ. То есть, в принципе, они могут себя сравнить и с другими школами. То есть, сайт не ограничен своей школой. На сайте все школы, все результаты за последние 8 лет. В личном кабинете видишь только себя. Да. Такого нет. Могут посмотреть всех и все смотреть, перелопатить. То есть, как бы, есть прекрасная возможность проанализировать свою работу, увидеть и, как говорится, понять, где ты находишься в этом направлении. Ну, вот как-то так. У меня все, кажется. Если есть вопросы, пожалуйста, я По готов. поводу
да, это закрытая страничка сайта, но есть портал Казанобр, где ежегодно издается казанское образование в цифрах, и там и результаты олимпиад, в том числе, может быть, не так развернуто, как здесь, но лучшие результаты, по каким предметам, какие результаты, все это тоже представлено. Это открытый доступ. Можно вопрос задать? Да, конечно. Ну, вот, конечно, мы на муниципальном уровне, поэтому муниципальные вопросы, наверное, больше волнуют. Вот вы сказали, что организовываешь площадки, и тоже, конечно, возникают вопросы, проблемы. Вы каждый год закрепляете за какой-то определенной школой или меняете эти площадки? Пункт проведения Да, олимпиад? пункт проведения именно муниципального этапа. Пункты проведения мы ежегодно утверждаем новым приказом. То есть на этапе, ну, перед муниципальным этапом издается приказ, где будет проводиться муниципальный этап, так скажем, на каких точках у нас проходит математика, на каких точках будет проходить русский язык и другие предметы, так скажем, да. И в этом году начали практиковать, чтобы дети этой школы у себя не писали. То есть детей из этих школ мы отправляем, потому что у нас нет в принципе такого, чтобы по предмету был только один пункт. То есть в любом случае по одному предмету есть несколько пунктов. И детей из этой школы мы направляем на другие пункты. То есть, чтобы вот, так скажем, индивидуальные подходы к детям. И по Сириусу предметы вы все проводите? По Сириусу мы в принципе ничего не проводим. Свои задания? Мы у нас... подождите. Мы... Школьный этап. Мы про школьный этап. Да, Да, все по Сириусу проводим. по Сириусу Да. проводите. И на проверку отбираете учителей тоже как бы ГМО, там, ну, школьники. Да. То есть мы уже оплата есть. Оплата учителям предусмотрена. Конечно, она такая, скажем, символичная, очень скромная, но есть. есть. У меня вопрос. А вот вы сказали, что учебно-тренировочные сборы. Как организовываете? Учебно-тренировочные сборы мы проводим на своей базе. То есть вот по тому адресу, который был указан, да. Туда мы приглашаем детей, вот как я сказал, уже из списков берем. Как организовываем? Приглашаем педагога, то есть мы заранее анонсируем, кто будет вести. Приглашаем детей, то есть нет такого, то, чтобы мы в обязательном порядке делаем, например, исключительно вот такой список. Мы расширенный список публикуем, приглашаем этих детей и говорим, что регистрируйтесь на вот этот ОТС. Если вы туда регистрируетесь, значит вы туда придете. Будет вести такой-то педагог, если этот педагог вам интересен, значит вы регистрируетесь, проходите. Кто-то скажет, нет, мне не надо. Да. Скажет, у меня педагог покруче, я там в другом месте где-нибудь позанимаюсь. Да? Соответственно, таким образом комплектуем вот эти группы. Группы комплектуются на муниципальном этапе от 20 человек, на подготовку к муниципальному этапу. На подготовку к региональному этапу от 15, на всерос от 10. То есть, ну, педагогов мы приглашаем, стараемся, конечно, приглашать тех, кто дает результат на том или ином этапе, именно результативно отличительно. Естественно, мы оплачиваем. Все это из бюджета оплачивается. Спасибо. Еще какие вопросы? Если вопросы нет, Впоследствии на вас как-нибудь можно выйти еще дополнительно вопросы? да, конечно. Можете записать мой сотовый телефон. 891 72 98 40 16. 8 91 72 98 40 16. Вы показали, что объявили поощряете победителей, призеров олимпиад, но сказали даже, что немножко учителям вы оплачиваете за подготовку, а премирование... Премирование тоже предусмотрено. Вы тоже размере На те же размеры. Это что? Нет? Нет, А учителям можно одна. вернуть слайд, как раз там разберемся. Я так понимаю. Значит, если брать вот победители и призеры международной олимпиады, педагог и ребенок получают одинаковую сумму. Если золотая медаль, то 300 тысяч ребенок, 300 тысяч
педагог, подготовивший победителя или призера заключительного этапа, получает 25 тысяч. И только на заключительном этапе, если педагог подготовил 5, он получит 5 премий, ну, 5-кратную премию. У нас есть его пока в презентации Альберт Мунирович, Зиганшин спичу, да? Да. Вот. Он 1 год подготовил 20 человек, по-моему, или 17 человек. Ну и за каждые 17 он получил деньги. Причем есть дети, с которыми он работал, и потом на финальном этапе он их просто передает другому педагогу, то есть там уже пишется другой педагог, получает другой педагог, фактически его дети. Есть такое. Значит, за призер заключительного этапа ребенок получает 30, педагог тоже 25. На региональном этапе премирование происходит по наивысшему результату 1 раз. И, значит, региональный этап это 20 тысяч. Ребенок-педагог получает 15 тысяч. Вот. И заключительный этап республиканской олимпиады восьмиклассники, которые идут по 24 предметам Всероссийской олимпиады, 5 тысяч, и 20 тысяч те дети, которые победители и призеры национальных олимпиад, тех, которые не выходят на всероссийский уровень. Это история Татарстана у нас идет, да, геология. Геология 2000, татарский язык, татарская литература, турецкий, арабский язык, да, изучать также. Ну, педагоги тоже премируются. Ну, одно дело, как бы мы им платим за подготовку детей, имеется в виду зарплату, за то, что они на УТС, например, там работали. Совершенно другой момент, это может быть педагог, ну, это просто приглашенный, привлеченный педагог. Например, по химии мы из Сириуса приглашали педагогов. То есть это, в принципе, не татарстанские, да, так скажем, люди. Поэтому тут... То есть, если приглашенный педагог, он получает зарплату какой-то, Да. а потом может получить еще и премию, да? Нет, Если тот, кто подготовил на УТС, Это он не на этих обязательно. детей не претендует. У этих детей есть свои педагоги, которые в школе, которые их как бы вроде готовят. Может быть, не школы. Это не из школы. Может Кого быть, заполнили в протоколе? кого заполнили в протоколе, да, кого ребенок указал своим наставникам. Кого заполнили в Есть протоколе, но система. у нас есть, тут Ильнар Розалов, может, сталкивался с этим, может быть, нет, у нас есть такие границы финуправления исполкома, когда проверяют, эти все данные проверяются. Вот у нас в этом году премирован 1071 ребенок и 519 педагогов. И по каждому проверяется. Например, ребенок учится в школе. Когда мы говорим, что этот ребенок учится в школе, на территории школы, частная школа, федеральная школа, государственная, любая, он получает премию от исполкома города Казани. Это казанский ребенок. Но когда речь идет о педагогах, тут мы немножко с финуправлением вступаем в спор. Мы говорим, готовим наших детей. Он работает в частной школе, они говорят, у меня же компетенция, и все. И когда ребенок пишет репетитора, например, какого-то, или человека, который работает в какой-нибудь ОНОшке, некоммерческой организации, да, или где-то еще, то тут мы уже, к сожалению, не можем премировать таких людей, что бы ни написал ребенок. У нас есть свои границы, за которые мы не можем учиться. Тоже муниципальный учителя случается. То есть ребенок может себя в протоколе написать там кого угодно, но если этот учитель не работает, не зафиксирован в муниципальной системе образования, он от города денег не получит. Но при этом, кстати, второй данный педагог, он получает заработать. Ну, да. С учетом заработной платы получил. Нет, и получается, зачет в школе есть. У нас тоже такие ситуации бывают, что ребенок готовит репетитор, который вообще к этой школе не стоит отношения. Школа говорит, у меня есть учитель призыва. Ну да. То есть победитель призер в любом случае принадлежит школе, как ребенок, он все равно принадлежит школе, а педагог уже как получится. То есть у педагога, если он не в муниципальной системе образования работает, кроме зарплаты, будет еще диплом ребенка, где прописан его педагог. А вот вы сказали, что у вас 12 педагогов работает. Это у вас, получается, постоянные педагоги, которые нанимают специально? Это постоянные педагоги на учебный год, так скажем, которых мы, к сентябрю они могут поменяться, да, в зависимости от того, кого мы можем привлечь, того привлекаем. Кто еще
еще свободен, так скажем, да, еще это мы здесь, чтобы у этого учителя было свободное время. Это это получается наш педагог на постоянной основе. Кто-то у нас совместитель, кто-то на постоянной основе, а тот на постоянной основе, это получается, ну, у него, например, и полставки, полная ставка может быть, да? А на постоянной основе тоже такое есть. Но у кого кто совместитель, в зависимости от того, сколько кто что берет, там по-разному выбирать ставки. А требования каких педагогов он уже должен иметь определенного опыта вот этого? Или вы Требования к педагогу такие же, каких педагогов учреждений дополнительного образования, то есть как бы мы не можем ему предъявлять какие-то сверхтребования, то есть нет такого нормативного требования, чтобы у него был победитель. Конечно, мы пытаемся искать именно тех, кто результат дает. Но приоритет в любом случае при приеме на работу мы даем тем, кто результат нам даст. Но УТС это дополнительно привлекаете. А УТС это уже дополнительно, это уже сторонний другой. Возможно, это, ну, в большей степени это не этот педагог, который уже принял. Хорошо. У нас нет такого, чтобы на УТС работали эти же педагоги. Вопрос, который исчерпаны, да? Очень интересно, познавательно было. Спасибо большое. Надеюсь, Я, что тоже по-моему, себя время. задержал коллеги второй гимназии. Мы хотели бы вам ударить наш псевдоним. И защита дома домашнего очага. Да, поэтому пусть все ваши дети и ваши планы будут защищены. Спасибо. Да, надеюсь на сотрудничество и обмен. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое, Иван Павлович. Не за что. Я же говорила, что лучше вас Я вкратце расскажу, Да, потому что на уроке надо будет уже. как ваша программа, как А потом мы можем вернуться? конечно. И сюда же. Все, как вы скажете, так и сделаем. По вашей программе дальше все. Через нас. Ну, у вас в гостях. Ну, может быть, конечно. Может. Ну, слышите, говорить. Харри Жакен, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Рамиль Гайнуллин, директор Татарской гимназии номер 2 имени Шахабуддина Марджани, известного просветителя. Самая интересная специфика нашей школы, нашей деятельности, Мир Маликова уже про это сказал, у нас обучение и воспитательный процесс полностью идет на родном, в нашем случае на татарском языке. Сегодня мы с вами убедимся в этом, зайдем на несколько уроков по выбору. У нас будет урок татарского родного языка, урок химии и ряд еще остальных предметов. Также мы сегодня познакомимся с вами с нашей воспитательной программой. Богатая часть, большая часть именно воспитательной программы у нас занимает определенные пространства, такие как музейное дело, музейная педагогика, воспитание через искусство, картинная галерея, тоже сегодня посетим. И у нас еще будет некая лаборатория, где мы готовим детей к конференциям и к олимпиадам. Как я уже говорил сегодня при встрече, да, у нас комплекс, Центр национального образования, который состоит из дошкольных групп. У нас одно юрлицо, детский сад, в реестре детских садов он состоит. 165 воспитанников у нас, 98-99% детей, воспитанников поступают в первый класс нашей гимназии. У нас микрорайонная школа, поэтому все законодательство при приеме детей мы обязательно соблюдаем. Это гимназия номер 2. И еще у нас есть музыкальная школа номер 32 имени Ильхама Шакирова. Плюс у нас есть Центр национальной борьбы КРЭШ, татарско-башкирская борьба, который готовит чемпионов республики, России и мира по данному направлению. И ряд других лабораторий, которые мы с вами сегодня увидим. Коллеги, если вот
посмотреть на учебный процесс, полностью как бы у нас физика, химия, география, биология. Вы знаете, по федеральным государственным образовательным стандартам мы имеем право вплоть до 9 класса преподавать на родном языке. В 10-11 классе мы уже переходим на билингвальность. У нас такой плавный, но в то же время плодотворный переход. К ЕГЭ мы уже готовимся на русском языке. Вопросов у нас не возникает, когда дети идут и пишут единый госэкзамен, из-за того, что обучаюсь как бы долгие годы на родном татарском языке, а уже КИМы у нас на русском языке. У нас дети владеют прекрасно и на русском, и на татарском научной информацией и школьной программы. Также у нас по языкам, если рассмотреть как бы учебную программу, то есть у нас есть арабский язык, английский язык в обязательном порядке, с 5 класса у нас углубленно уже преподается. Если рассказывать про наш в целом комплекс, у нас с 8 часов утра начинаются занятия в школе, дети пораньше приходят, воспитательные дошкольные группы. Уроки у нас начинаются необычно. До первого урока у нас дети младшие, то есть начальная школа, выбегают на улицу. К сожалению, из-за того, что у нас сейчас идет строительство, у нас там была огромная территория, где проводились уроки физкультуры, когда день позволял. И там была детская площадка, где дети еще также могли развиваться, и спортивная площадка, где мы проводили уроки физкультуры и спортивные состязания. Сейчас это уже обратной стороной. За гимназией мы уже бегаем по утрам, то есть дети босиком бегают до уроков, и без 5-8 они заходят в гимназию, и уже начинается учебный процесс. Понятное дело, многие моют, утирают и идут уже на уроки. Если вы скажете, как это как бы отражается на учебном процессе, вот период пандемии, период гриппа, да, у нас наименьшее количество болеющих детей. Вот каждый раз, когда есть определенный слот информации, мы всегда сверяем, болеющих всегда у нас меньше, чем остальных полгорода. Мы все-таки связываем это вот именно с такой вот, с таким вот аспектом. Ни разу на карантин не закрывались. Даже по классам. Что? Даже по классам не закрывались. По классам один раз, наверное. Максимум один раз, один класс, и то не из-за гриппа, может быть. Поэтому у нас в этом здоровье мы как бы умеем хранить, сохранять, развивать. Учебный процесс начался. Наша школа официально школа полного дня не называется, но после уроков у нас начинается огромное количество кружков. Кроме плавания у нас очень много направлений. У нас работает, например, если уж творческая искусственная деятельность, у нас 3 хореографа, хореографическое направление, то есть это уже с начальной школы, да, сильно развивается, все они представители государственных ансамблей. У нас хореографы владеют и татарским, и русским языком. У нас хорошо развито олимпиадное движение, благодаря Центру одаренных детей Народ Золоча. У нас тесное сотрудничество с этого учебного года, благодаря выделенным ставкам, кружкам, так сказать. Центр одаренных детей с этого учебного года базируется и на нашей гимназии. Много детей посещают эти кружки, и уже вот первые результаты. Например, с этого года мы начали кружок по истории России, истории Татарстана и татарского народа. Вы знаете, в республике у нас есть и такая олимпиада. У нас уже 10 призеров на республиканском уровне. Вот по этим кружкам результат пока что. Второй кружок мы открыли также благодаря Центру одаренных детей. Это по русскому языку. Вот только что Зауч сообщила 2 призера уже с ВОШа, получается. И у нас еще есть олимпиада для национальных школ по русскому языку, по русской литературе. Там планируем также получить результаты. Это уже олимпиадное движение. Тесное сотрудничество у нас идет с вузами, с Казанским федеральным университетом. С этого учебного года начали сотрудничать с Казанским технологическим институтом, КФТ и Башкирякова сейчас. В дальнейшем хотим развивать химическое-математическое направление. У нас есть небольшой такой секрет. С 5 классов мы стараемся развивать инженерные направления. У нас параллельно идет лингвистическое направление, не филологическое, а именно лингвистическое, и инженерное направление. Все это у нас
реализуется за счет дополнительного образования. То есть за счет небюджетной деятельности, то есть платных кружков. Наши дети посещают инженерные курсы, кто-то посещает курсы разговорного английского. То есть у нас приходит носитель английского языка, и с классами дети уже посещают вот эти направления. Инженерные курсы у нас в основном у тех классов, у которых уже усиленный математический курс идет. Вот, данные у нас занятия ведут специалисты, которые привлечены из университетов, из научно-образовательных центров, из центров школьной работы. С Казанским федеральным университетом у нас сотрудничество идет в таком плане, что наши дети, которые себя проявляют в олимпиадном движении, например, они достигли результатов на региональном этапе, на всероссийском этапе. Все-таки, если раньше этого аспекта у нас не было, с этого учебного года, слава богу, Аллаху шукр, мы добились того, что нашим детям будет предоставляться некоторые льготы при поступлении на бюджетные места Казанского федерального университета. Для родителей наших это очень большой плюс. Ну и в свою очередь мы по определенным требованиям должны будем подготовить нашего выпускника. Это в первую очередь обязательно ЕГЭшные результаты, это результаты конференции Олимпиад, это обязательно воспитательный момент. То есть, грубо говоря, мы готовим полного универсального выпускника, который соответствует высоким требованиям студентов. И с остальными, наверное, направлениями мы с вами в процессе экскурсии маршрута нашего ознакомиться, потому что у нас сейчас начнется те уроки, куда мы с вами должны были зайти. И с вашего позволения мы после сюда вернемся. Хочу рассказать более подробно о нашей концепции. Наша концепция на сегодняшний день, начиная с детского сада, все-таки заканчивается, можно сказать, уже университетом. То есть у нас сейчас программа развития нашей гимназии на 5 лет составлена таким образом, что мы планируем сопровождать наших выпускников в рамках высшего образования. Уже совместно с университетом. Что? Привели к вам в детский сад и забрали уже из университета. Да, можно с рабочего места. Коллеги, мы сейчас с вами пойдем на уроки. У нас будет более подробная концепция сотрудничества с университетами, с центрами доп. Образования, инновационными проектами. Мы реализовали онлайн-школу по преподаванию на родном языке. Кстати, недавно, по-моему, в декабре же, или в ноябре, в Якутии была международная конференция, если кто участвовал из вашего числа. Мы должны были там выступить, но в связи с техническими моментами мы не поехали туда, а отсюда уже мы не успели выступить. Но за нас выступили ваши представитель аппарата губернатора, насколько я правильно запомнил, от имени нашего лица и рассказал про наш инновационный проект. Коллеги, сейчас идем на уроки, а потом сюда вернемся и потом обедом закончим. Все нормально. Мы с вами перестраиваемся. Нормально. Пойдемте. Спасибо, не надо связь, да? Еще может Пойдемте, пойдемте. Анда почему Зана Халида, кто нормально? Коллеги, сейчас мы с вами зайдем на урок. По какому предмету не помню.